Строительство школы на 720 мест начато месяц назад, но уже успели проделать большой фронт работ. И все это несмотря на установившиеся морозы. Спецтехника на участке не задействована. Рабочие возводят цокольный этаж. На данном этапе мы занимаемся монолитными работами по возведению стен и конструкции подвальной части школы. До этого завершили все работы по подготовке основания и фундаментной плиты. В плане сейсмоустойчивости все требования проектно-сметной документации выполнены, то есть начиная с разработки котлована под строительство школы и послойного уплотнения грунта под железобетонную монолитную подушку. Сейсмоустойчивость здания зависит не только от качества, но и количества строительного материала. К примеру, общий расход арматуры для возведения каркаса составляет более тонны. Общая площадь застраиваемой территории – 2700 квадратных метров. Территория под строительство образовательного учреждения находилась на холмистой части. Строителям пришлось в оперативном порядке выровнять участок. Школа будет благоустроена в соответствии с проектно-сметной документацией, что предполагает и наличие здесь футбольного поля. Есть тут и площадки игровые для детей первых, четвертых классов, старших, отдельные площадки. Есть футбольное поле, баскетбольное поле. Все предусмотрено в проектной документации. Возводит объект подрядная организация «Гранул». Школа на 720 мест строится в рамках нацпроекта образования. На каждом этапе за качеством выполнения работ следят специалисты управления капитального строительства региона. Строительство ведется согласно графика производства работ, без отклонения от проектно-сметной документации. В данный момент у нас ведутся работы по возведению ЖК каркаса, железобетонного каркаса. Залиты фундаментные плиты, возводятся стены, колонны и диафрагмы жесткости. Работы ведутся без отклонений. А качество строительных материалов проверяете? Естественно, качество у нас проводится входной контроль. На соответствие материалов, которые были заложены в проекте, предоставляются сертификаты, паспорта и, соответственно, на бетон, на арматуру, на все вот эти материалы у нас имеются сертификаты и паспорта. Всего в Сурхахи 4 школы, и это мало, если учесть, что требуется еще около 3000 ученических мест. Планируется, что возведение общеобразовательного учреждения значительно разгрузит другие школы. Тем более, что таких объектов в селе строится 2. Для жителей нижней части села это большой подарок. Скоро им не придется возить детей за 3 километра до ближайшей школы. Эта школа, конечно, нам необходима была, потому что самая ближе здесь школа где-то около 3 километров. И у нас еще школа строится в юго-восточной части села, тоже на 720 мест. Из-за отсутствия школы многие вывозят своих детей в других школах, в Назрань, в Магаз, в другие места. Появление здесь новых общеобразовательных учреждений – это отличная возможность трудоустроить местных специалистов, которым приходится искать работу за пределами сельского поселения. Ну а эту школу строители планируют сдать в декабре текущего года. Адам Мережков, Магомед Дидигов. Новости 24.